Эхки, различие лам эхки и эхки. Хочу объяснить. Лам эхки это тейп, который не входит в тукум. Там только один тейп. Все. Вот из этого лам эхки несколько представителей вот этого лам эхки, веток, гарш, некш, ушли в аух. Они образовались там. Они были под названием эхки. Во время Сулейманова, Амада, когда туда уже, кроме этих эхки, Зогвай, там, допустим, Веппи и других, которые там переселились, начали приходить туда Зантхуай, Цуантруай, ой, Тигабоч, Тейпниш, Харчхуай, Барчхуай. Там даже в свое время были даже и мелхи. Об этом есть источники. Все, когда собрались, во время, когда приехал, записывал Сулейманов Амад, они все записались, их почти что по 30 тейпов записались, ну по 30 думаю, сейчас не все вспомню. В то время по 30 было. Сейчас, когда я перечислял ауховские тейпы, их было 50. Из 50 тейпов, которые себя называют ауховцами, акинцами, их там 40 из 50 являются нахчмахоевскими, чеберлоевскими, шатоевскими, разные. И 10 из них, 5 из них являются акинскими, и вот такие вот разнобой. Поэтому сейчас их все называют, неправильно их называть акинскими. Правильно говорить ауховцы, аухуай. Эхки не ставится, потому что сейчас эхки там даже не большинство. Но их называют тухум акинский, которые там проживают, а эти называются как тейп эхки. Вот и разница между ними. Снова же, когда я говорил с многими лам эхки или эхки, которые проживают у себя дома, нохчучу, они связались со мной. Они со мной часами говорили и объяснили мне. И вот мы разговаривали 2 дня, и они мне объясняли, что никакого отношения лам эхки и к этим эхки не имеют. У нас нету ничего общего и так далее и тому подобное. Поэтому я прошу не путать.